лезгины, проживающие в Габалинском районе Азербайджана, заявляют о притеснениях со стороны местных чиновников. Они утверждают, что властями проводится политика, направленная на лишение национальных меньшинств принадлежащих им земель, и даже о выселении их с мест, на которых они проживали долгие годы. Земли просто-напросто захватываются или чиновникам дают возможность выкупать просто огромные территории. Это при том, что местные жители не имели возможности даже зарегистрировать свои участки, которые им пришлось выкупить, они не получили их, как говорится, по наследству, как происходило в других селениях, то есть по паям раздавали вот эти земли. Они их выкупали, но зарегистрировать не могли. И просто-напросто сейчас, так как эти земли очень хорошие, красивые, они захватываются, а жителям этих селений поступают угрозы. Сами лезгины называют место своего проживания не Габалинским, а Кабалинским районом. И это название при нынешних реалиях подходит ему куда лучше, ведь национальные меньшинства там оказались в настоящей кабале. Сейчас затишье. Сейчас мы наблюдаем затишье, пока нет никаких других изменений. Несмотря на то, что поступили угрозы, я надеюсь, что эти угрозы какими-то отдельными такими смелыми чиновниками или людьми, которые приближены к ним, были сделаны, что в этом не участвуют люди высокопоставленные и руководство Азербайджана. И я надеюсь, что, понимая, что какие-то нерадивные госслужащие или люди, имеющие доступ к административному ресурсу, воспользовались вот такими своими возможностями и начали творить произвол, что они каким-то образом вмешаются в это дело и разрешат этот конфликт. И обратят внимание на нужды местного населения лезгинского. У нас Азербайджан всегда себя позиционирует как многонациональное государство, гордится этим, ставит даже в упрек тому, что, например, в Армении происходит, что вот это мононационально, а мы многонациональны, но эту многонациональность надо показывать. Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву недавно было передано письмо от азербайджанских лезгин, которые надеются на то, что власти республики обратят внимание на их проблемы. Тут мы не хотим какие-то, я не знаю, требования, тем более угрозы предъявлять руководству Азербайджана. Мне кажется, что оно еще не в курсе, и у них есть возможность как бы изменить ситуацию, ознакомиться поглубже и постараться снять вот это напряжение. Проблема в том, что в Азербайджане очень сложно что-то организовывать снизу. Это все очень жестоко подавляется. Могут даже вначале как-то не обратить внимания, а потом по одному находятся зачинщики, очень хорошо работают спецслужбы, которые там укрепились в советские времена, и благодаря действиям этих спецслужб, в принципе, режим и действует. И снизу мало что может произойти, только массовое народное недовольство, которое приведет к гражданской войне вот по сценарию стран Магриба, например. Все будет примерно так же, как в той же Ливии, например. Зачем это? Это никому не нужно. Ни руководству страны, ни местным жителям. Потому что Ливия, вы знаете, успокоиться до сих пор не может. И те люди, которые пришли к власти сейчас, они оказались гораздо хуже, чем был до этого режим Каддафи. Но это, к сожалению, всегда так. Потому что в период анархии, беспорядка, вот самые такие, как сказать, силы, которые ни перед чем не останавливаются, они берут верх.